очищенная, обработанная шкура. Очень хороший, кстати, долговечный материал, но очень дорогой. Поэтому он был вытеснен бумагой. Ну и основные наши, значит, тюркские, татарские, тюрко-мусульманские рукописи, они написаны на бумаге. Так вот, бумага с течением времени, она менялись ее регионы производства, ее производители, и по бумаге, например, можно определить возраст, допустим, рукописи. Другой материал, другой пример – чернила. Раньше писали галло-железными чернилами, это значит специальным образом кипятили орешки, которые на дубовых листьях бывают, да, добавляли туда немножко металла, и вот такой состав получался коричневатого цвета. Разводили сажу, например, где-то в каких-то регионах и в какие-то периоды. В 15 веке, в XIV веке начали производить бумагу в Европе, до этого это была восточная бумага. И там тоже появились, значит, стали ставить свои знаки на бумаге, и по этим знакам можно определить тоже время производства бумаги, а значит, время составления документа. Ну, сама по себе палеография, она появилась в Европе, и ее основной целью была прикладная цель, а именно определять подлинность документов, потому что были случаи злоупотребления, понятно, да, когда когда новые какие-то поддельные документы выдавались за старые и подлинные. И вот, исходя из этой, значит, практической потребности, стала развиваться палеография, сперва как вспомогательная такая вот прикладная дисциплина, а потом уже как историческая дисциплина.